Что сказать о Якутии? Берег Ледовитого океана, тундра, сопки, тайга. Огромная территория, где 235 дней в году температура ниже нуля. Полюс холода. Но стрелка компаса нашей экономики давно указывала на эту землю. Известно было, здесь под панцирем вечной мерзлоты несметные богатства. Алмазы и золото, полиметаллы, уголь. А вот подступиться к ним, взять для людей, это всегда было непросто. И прежде всего требовалась дорога, крепкая, железная. В середине 70-х годов луч Байкало-Амурской железнодорожной магистрали достиг Якутии. Рельсовое полотно пришло в ее южную провинцию, богатую коксующимися углями. И этот небольшой, в несколько десятков километров отрезок дороги вскоре стал действующим и потянулся дальше к Якутску. Сегодня здесь, в Южной Якутии, открывается взору белоснежный город Нерюнгри, центр добычи якутского угля. Городу нет и 15 лет, а вот история у него уже есть. Если спросить эту немолодую женщину о главном ее жизненном интересе, то она, погасив лукавинку в своих выразительных глазах, скажет: «Моя внучка». Это шутка, да со смыслом. Дети ведь продолжают нас и наши дела. Саима Каримова, геолог, ступившая на эту землю, когда была она безлюдной и не очень приветливой. Эстафету поисков приняла Саима Каримова у другого геолога, Галины Лаксдиной, первооткрывательницы якутского угля, и с успехом продолжила ее дело. Сколько чудесного открылось ей здесь. Богатства края открывались для Каримовой и в трудностях, и в радостях. Сегодня Саима Каримова хозяйским взглядом наблюдает за рациональным использованием скрытых пластов, направляет работу угледобытчиков. Необычайно сложны в этих краях и работа, и быт. Возможно, еще и поэтому так необходимы людям праздники. И главное – возможность общения. Многонациональный Нерюнгри встречает весну, празднует русскую Масленицу. Площадь собирает всех – и якутов, и русских, и татар, и литовцев, людей разных национальностей. И это понятно. Коренное население этих мест – только дети. Взрослые же приехали и обосновались в последние годы. Что привело с насиженных мест? Одних романтика, других более высокие заработки, а они в Южной Якутии в 2-3 раза выше, чем в центре страны.
Край обживается, расправляет крылья. Александр Голубев, добытчик якутского угля, человек в городе весьма уважаемый, как у нас говорят, знатный. Приехал сюда с семьей из Кузбасса, обжился, полюбил этот край и остался здесь насовсем. Раны земли. Что и говорить, они болью отдаются в сердце. Но это пока неизбежно. Любое добытое из земли благо в какой-то мере нарушает экологическое равновесие. Но нельзя же остановить движение человеческой цивилизации. Не может современный человек без нефти, угля, руды. Нерингенскому разрезу в какой-то степени повезло. Пласты угля лежат близко от поверхности, на которой раньше ничего не росло. Да и сама добыча в руках таких людей, как Александр Голубев, ведется разумно. Разработка угольных пластов – это еще и школа накапливания сил для следующего рывка – промышленного освоения железнорудной провинции. Она открыта геологами здесь же, в Южной Якутии. Но чтобы за нее взяться, нужны значительные средства. Вот почему так много угля идет на экспорт. Сегодня укрепляется первый этаж – угольный Нерингри. Но не за горами и второй – Нерингри металлургический. А пока обустраиваются на этой земле люди, учатся по-новому вести дела и находят немало оригинальных, нетрадиционных решений. Пожалуй, главное сооружение Нерингри – обогатительная фабрика, где готовится коксовый концентрат. Уникальность ее не только в стремительном сооружении, всего за пару лет. Сумели привлечь японский капитал, японскую технику на компенсационной основе. И вот результат. Но этот опыт особенно не афишировался и совсем не распространялся. Было это в канун времени перестройки. Новые времена. Неверным было бы считать, что они наступили по команде сверху. Скорее наоборот. Это услышанный наверху глас народный.
Нерюнгринский ремонтно-механический завод. Сколько копий изломали в былые времена по поводу его строительства. А все делали в год по бревнышку. Что теперь? Экономический маховик заставил действовать без понуждения. И так во многом. Пусть не шквалом, но ветры обновления ощущаются. Учатся в Нерюнгре считать да рассчитывать. Вот французская фирма предложила свои шины. Есть подобные из собственного производства. Но они и хуже, и дороже. А конкуренция на рынке, как говорится, гражданства не имеет. Да, все слышнее в Нерюнгре. И английская речь, и немецкая, и американский диалект. Двери для партнерства открыты. Если смотреть на Нерюнгри сверху, красивый город, спору нет. Но для Бориса Васюкова, главного архитектора, город виден и изнутри. А тут проблем, доставшихся из прошлого, хоть отбавляй. И в проектах, и в решениях. А база строительной индустрии, как была ахиллесовой пятой в решении жилищной проблемы, так и остается. И это при том, что очередь на жилье, по самым оптимистичным подсчетам, вылезла своим хвостом в начало третьего тысячелетия. А люди в Нерюнгре все едут и едут. И город нужен им, и городу нужны они. Да только не всем из них судьба улыбается. У кого, скажите на милость, вызовет оптимизм перспектива жизни в таких временках, балках? А ясный город, он для некоторых пока лишь в мечтах. От чего такое происходило? Не станем отмалчиваться. О людях много говорилось, да мало для них делалось. Все заслоняли километры пути, тонны добычи. Меняется ли такое положение? Безусловно. Социальная сфера из абстракции становится ежедневной заботой и проявляется в новых благоустроенных детских садах, жилых районах со своей микроструктурой. Забота о людях реализуется в спортивных комплексах, в дискотеках и кафе. Но это не значит, что проблем уже нет. Все как раз наоборот. Есть ли уверенность в их благополучном разрешении? Говорят, что барометром будущего для новых мест можно считать вот такие события. Рождение детей.
Это всегда радость для бабушек и дедушек, для мам и пап. Но есть в этом и еще один глубокий смысл. Значит, место для жизни выбрано правильно. Значит, надежно оно. Пусть же растет Нерюнгри вширь, ввысь. И главное, людьми богатеет.